давным-давно создавший землю, заселил ее людьми, зверями и другими существами и дал им наставление, как жить: не нарушайте моих заповедей, живите в мире и согласии и помните, вы все равны между собой. И все жили на земле, проявляя уважение и любовь друг к другу. Но через много лет они стали забывать и нарушать заповеди, люди убивали людей, большие и сильные звери пожирали малых и слабых. И только одна волчица не пожелала становиться как все, говоря, что создали нас равными, что подобные поступки нарушают закон и покарает всех. Но ее никто не слушал. Когда увидел на земле грязь и насилие, он послал людям своих ангелов, но люди отвергли их. Тогда разгневанный Всевышний решил уничтожить все живое на земле и обрушил на нее великую стихию. И солнце стало кроваво-красным, и с неба посыпался песок, не давая вздохнуть. И рушились горы, и ледяной ветер вырывал с корнями деревья, погребая под ними все живое. И заметались люди и звери, ища спасения, и только волчица повернулась лицом к великой беде, заслонив своих волчат. И обрушил Всевышний на нее весь свой гнев. От сильного ветра у волчицы лопалась кожа и кусками срывалось мясо, но она не сдавалась. А люди, возомнившие себя повелителями земли, трусливо прятались за ней, спасая свои грешные души. Всевышний, увидев ее стойкость и мужество, он утихомирил стихию и изрек: «Я увидел, что на этой грешной земле все же есть достойное существо, и ради него я дарую вам жизнь, но не прощаю», и отвернулся от земли. А раненую волчицу люди убили, так как не могли пережить свой страх и позор. С тех пор люди преследуют и убивают волков, желая тем самым уничтожить напоминание своей вины перед Всевышним. А волки с тех пор нестерпимо жалобно воют, глядя на отрекшиеся небеса, призывая Всевышнего, чтобы он повернулся к земле, простил наши грехи и восстановил на земле справедливость. Для чеченского народа волчица, защитившая землю, является символом мужества и стойкости, олицетворением свободы и жизни на земле.